13 детей утонули с начала купального сезона в Башкортостане в этом году. Это вдвое больше в сравнении с тем же периодом прошлого года. Всего в воде погибли 97 человек. Обсудим подробно эту тему прямо сейчас в программе «Интервью», а также о том, как не допустить трагедии во время купания. Сегодня с нами Денис Габдрахимов, начальник Центрального поисково-спасательного отряда аварийно-спасательной службы Госкомитета Башкортостана по ЧС. Денис Рашитович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что в статистике у нас говорится, как вы объясняете, и чаще всего по каким причинам происходит трагедия? Трагедия происходит главным образом потому, что люди выбирают места для купания в необорудованных местах. Помимо того, утопление происходит во время алкогольного опьянения. И также гибель детей связана с тем, что дети остаются без присмотра взрослых, самостоятельно приходят на водоем и, к сожалению, гибнут. Можно ли, находясь на берегу, понять, что человек тонет в воде? Либо же человек, который нуждается в помощи, он даже не может сообщить о том, что он в беде? На самом деле, человек, который тонет, не может подавать никаких звуков. Единственная его цель – это набрать в легкие воздуха. И, соответственно, когда происходит вдох, говорить практически невозможно. Распознать тонущего человека по большей части может только специалист, это вот спасатели, которые дежурят. И по ряду признаков, конечно, можно понять, что человек тонет. Он периодически выныривает из воды, делает движения, которые не свойственны для купания, да, собственно, как вот дети, когда балуются. И необходимо незамедлительно оказывать этому человеку помощь, потому что утопление происходит стремительно, в течение буквально нескольких секунд человек может утонуть. Поднятая рука – это вообще вот то, что мы видим чаще всего в фильмах, да, в мультфильмах, когда человек тонет. Такое в жизни есть? Я еще ни разу такого не встречал. Человек барахтается, периодически тонет, периодически уходит под воду, периодически выныривает, набирает воздух, опять уходит под воду. Вот это единственные признаки того, что он в беде. Как спасать таких людей? Во-первых, необходимо четко понимать, способны ли вы это сделать. Даже взрослый мужчина зачастую не всегда готов вытащить даже ребенка из воды. Спасение – это очень тяжелое мероприятие. Если вы все-таки отважились это делать, да, то необходимо, конечно же, выбрать наикратчайшее расстояние до утопающего. То есть, если вы видите, что можно пробежать какое-то расстояние по берегу, необходимо это сделать, и наикратчайшим путем доплыть и стараться лежа на спине или какими-то спасательными средствами. Возможно, если вы по пути обнаружите какой-то баллон, там 5-литровый, да, скажем, или какое-то, может быть, бревно, которое можете бросить, то обязательно надо этим воспользоваться. И как можно быстрее человека доставить на берег. Если он в этот момент уже наглотался воды, необходимо приступать к первой помощи. Денис Рашитович, правда ли, что утопающий мертвой хваткой может вцепиться в своего спасителя, да, и таким образом и его тоже подвергает опасности, и то, что и второй человек тоже может утонуть? Это, во-первых. И, во-вторых, поэтому спасатели рекомендуют со спины подплывать к таким вот утопающим людям. Да, это действительно так. То есть человек, который гибнет, он хватается, как говорится, за любую соломинку. И отцепиться от него практически невозможно. Такой случай вот произошел у нас недавно. В реке Дему двое мальчиков переплывали. Дему, да, один совершенно не умел плавать, второй хоть как-то еще плыл. И в итоге тот мальчик, который совсем не умел плавать, наглотался воды и где-то на середине Демы уже начал, собственно, тонуть. Это дело увидел рыбак, и вот когда он быстро подплыл к этим детям, он еле-еле оторвал уже побледневшего мальчика, который уже притопился, еле оторвал и спас тем самым только одного ребенка. Ну вот мы слышали тоже историю, этим летом две девочки-подружки в одном из районов республики также утонули, но там, как я понимаю, был необорудованный пляж. На самом деле, большая часть пляжей не оборудованы в данный момент. Конечно, проводится очень большая комплексная работа по открытию пляжей. Да. В этом году запланировано открытие 120 пляжей, но по факту открыто только пока еще 103, насколько я помню, в 43 муниципальных образованиях. Вот. Естественно, открыть пляж каждому сельскому поселению – это достаточно большая нагрузка, хотя работа в этом направлении ведется. Госкомитет призывает жителей все-таки выбирать оборудованные места для купания, потому что там обязательно дежурят спасатели,
дно очищено, нет там ни бутылок, ни коряк, и купание само по себе безопасно. Даже если дети без присмотра взрослых вдруг отважатся все-таки купаться, это самое безопасное место для купания. Мы знаем, что в этом году лето пришло на месяц раньше, уже практически в апреле. Да? Влияет ли жара аномальная, которая есть в этом году, вот на количество трагедий на воде? Естественно, как только температура повышается, люди устремляются к водоемам. И, соответственно, от такого большого количества купающихся и нагрузка на все спасательные службы сразу же возрастает. На этот период, получается, как вы уже сказали, да, у нас утонувших 97, по сравнению с прошлым годом было 107 вот, на этот период. То есть мы статистически догоняем показатели прошлого года, к сожалению, вот такие. Всего купального сезона? Да. Там уже. Вы уже отметили, что у нас в республике стараются расширить количество, где работают спасатели, да, но в целом, как работают спасатели на пляжах охраняемых и как осуществляется безопасность этих мест? Оборудованный пляж сам по себе представляет место, где уже проведено обследование дна водоема, где Роспотребнадзором проведены химические анализы воды, песка. Там же выставлены запрещающие знаки какие-то, да, где ограничивается сам по себе пляж. Установлен в обязательном порядке стенд, на котором размещаются средства спасения. Это как вот Канец Александрова, спасательный круг. Помимо того, еще дежурят спасатели, на плавсредстве причем. Спасатели постоянно наблюдают за купающимися, и тем самым они уже как специалисты могут действительно понять, что человек тонет, и незамедлительно прибыть на помощь. Помимо того, на этих же пляжах отведено специальное место для купания детей, то есть там до 1,2 метра, да, то есть это уже безопасно. Помимо всего еще, вот, поскольку очень много необорудованных мест для купания, спасатели Госкомитета проводят рейдовую работу, ну, в основном это выходные дни, конечно же, да, когда отмечается наибольший наплыв купающихся. Мы проводим на озерах, на реках, в местах своей дислокации где-то подобные рейды для оказания помощи, не дай бог, утопающим. Ну и мы понимаем, что около тех водоемов, где установлены аншлаги, которые призывают соблюдать меры безопасности, там уже, значит, произошла трагедия, и чью-то жизнь, к сожалению, вот такой отдых унес. На диких пляжах, если отдыхают жители республики, то какое наказание предусмотрено за это? Статьей 13.12 КоАП РБ предусмотрено наказание за купание под знаком «Купание запрещено». И размер штрафа составляет от 3 до 4 тысяч рублей. Если человек находится в состоянии алкогольного опьянения и купается даже не под знаком, штраф может достигать 5000 рублей. Ваши рекомендации взрослым, чтобы они не попали в беду на воде, да, и отдельно по детям, пожалуйста? Самое главное, конечно же, это выбирать оборудованные места для купания. Вы всегда можете быть уверены, что это безопасно, и вода там чистая, соответствует нормам, и песок, и нет там коряк, нет ям каких-то, да, камней. Это все будет безопасно. Если выбрали все-таки необорудованный пляж, то необходимо принимать все меры для того, чтобы не случилось трагедии. Это не использовать для купания не предназначенные для этого средства для плавания, да, то есть матрасы, либо какие-то другие средства для купания, которые однозначно не спасут вас в случае критической ситуации. Если выбрали отдых, скажем, на плавсредстве на лодке, то необходимо все меры, которые предполагают использование плавсредства, их все-таки соблюдать. Вот, к примеру, недавно, кажется, на Нугуше на купающегося мужчину наехал катер, да, и в результате этих травм человек скончался. Ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра даже на короткое время. Как я уже говорил, утопление происходит стремительно, в течение пары секунд ребенок может уйти под воду, и потом его, даже если принято считать, что человек после того, как он начал тонуть, у него еще жизненные функции сохраняются в течение 5 минут, да, то есть через 5 минут его еще можно оживить.
Но если человек ушел под воду, и вы не знаете, где он находится, к примеру, если есть течение, да, его уносит течением, его даже найти под водой – это уже большая тяжелая задача. Вот, поэтому ни в коем случае нельзя детей оставлять одних. Спасибо вам большое, Денис Рашитович, за подробные такие рекомендации, как не допустить трагедии на воде. Сегодня гостем программы «Интервью» был Денис Габдрахимов, начальник Центрального поисково-спасательного отряда аварийно-спасательной службы Госкомитета Республики Башкортостан, ПЧС. И мы говорили о безопасности на воде. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с БСТ.